Индекс самоизоляции один из лучших по стране. В эти выходные показатель в Якутске был выше, чем в среднем по России. Ветеринарная скорая помощь для домашних животных в Якутске начали оказывать новый вид услуг. День защиты детей. Этот праздник, как и многие другие, якутяне вынуждены отмечать в онлайн-режиме. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. За минувшие сутки в республике выявили 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, 95 новых случаев выявлено в Якутске, 8 в Алданском районе, 3 в Ангаласском, 2 в Мирнинском, по 1 в Нерюнгринском, Татинском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском районах. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. Ситуация в республике с новой коронавирусной инфекцией, она идет достаточно напряженно. Всего с начала инфекции у нас зараженных 2042 человека. За последние сутки 112 случаев. Из них 95 город Якутск. Последние 4 дня вот у нас практически по 100 с лишним случаев каждый день. При этом мы считаем, что принятые меры по усилению режима, соблюдения режима самоизоляции, который у нас было ранее введено, и те меры, которые по городу Якутску были проведены в эти выходные, они свой результат дадут уже в ближайшие дни. Так, индекс самоизоляции по Якутску вот эти последние выходные, он гораздо выше, чем в среднем по России. Он, наверное, даже один из самых лучших в России и, безусловно, самый лучший по Дальнему Востоку. Поэтому хотел бы поблагодарить всех жителей Якутска, которые соблюдают режим ограничений, за понимание, за ответственность. Что касается других районов, у нас достаточно такая серьезная ситуация по Намскому району. Мы при этом считаем, что при правильной работе оперативного штаба на месте дальнейшего распространения все-таки инфекция не получится, потому что мы работаем именно по ранее выявленным контактам, видим, что это как раз следы тех нарушений, которые были, начиная чуть ли не с 9 мая. Ситуация по Алдану, хотя там последние сутки зарегистрировано 8 случаев, она тоже спокойная, это все вахтовые рабочие. Работа здесь идет по четко налаженному плану взаимодействия с недропользователями. Мы не видим сегодня угроз в целом для населения Алданского улуса. К сожалению, за последние дни появились у нас больные в Алекнинском районе. Сейчас проводится комплекс мер по выявлению контактных лиц. 8 человек у нас находятся в тяжелом состоянии, большинство в городе Якутске и в Мирном. Конечно же, врачи делают все, что возможно для их спасения. И, в принципе, очень хорошие результаты есть. Так, например, за выходные, благодаря, на самом деле, очень правильной работе наших медиков с искусственного вентиляции легких снята 89-летняя пациентка, которая сейчас уже может уже самостоятельно дышать. Это на самом деле хорошее достижение и радостная новость. И хотелось бы выразить благодарность всем тем медикам, которые сегодня по всей республике борются с этой коронавирусной инфекцией. В целом еще раз хочу призывать жителей республики соблюдать ограничительные меры. Все те меры, которые вот сегодня мы принимаем в рамках нашей работы оперативного штаба, мы уверены, что уже на этой неделе мы увидим позитивную динамику в борьбе с этой болезнью. Но для этого самое главное – это соблюдение жителями республики тех ограничительных мер, которые действуют на территории тех или иных районов и городов республики. Первые случаи инфекции COVID-19 зафиксировали в Алекминском районе. Глава региона дал поручение по отмене Сэхаланхо, который должен был пройти в районе. До конца недели это решение будет принято, сообщил Айсен Николаев. Я дал поручение оперативного штаба в адрес правительства республики подготовить предложение по отмене Сэхаланхо, который должен был проводиться 21 числа в полном объеме. Сейчас готовится это решение, и до конца недели по согласованию с районом оно будет принято, потому что подвергать опасности жизни и здоровья жителей района в условиях, когда коронавирусная инфекция только начинает распространение в районе, тем более может быть достаточно широкий круг контактных лиц, мы никак не можем. Об обстановке в Алдане расскажет наш корреспондент Руслан Павлов.
На сегодняшний день в Алданском районе в инфекционном отделении Алданской больницы находятся 44 пациента с диагнозом ковид. Об оперативной обстановке глава района Северин Поздняков. Северин Николаевич, ну как вот минувшие выходные мы их прошли? Но у нас есть небольшой прирост. Прирост вызван, это так называемые вахтовые рабочие, вот, в тех поселках, вахтовых поселках, в которых мы отработали. Вот у нас на территории Алданского района создана комиссия, в которой состоят и медицинские работники, и работники Роспотребнадзора. Вот, и мы проверяем вахтовые поселки тех граждан и тех предприятий, которые приезжают сюда и работают. Мы уже отсмотрели несколько таких вот поселков, выявленные больные, конечно, доставляются на территорию. Но помимо того, что там больные выявляются, организуются противоэпидемиологические мероприятия на территории этих вахтовых поселков. И делается все возможное для того, чтобы эти очаги, так сказать, маленькие зарождающиеся очаги инфекции, их локализовать. Вот. Но тем не менее заболеваемость есть. Ну, заболеваемость, она, как я уже сказал, связана в основном за счет вахтовых рабочих, приезжающих на территорию Алданского района. Ну, вот эти локальные очаги, они появляются, да, а есть ли все средства, вот, тесты, чтобы проводить и так далее и тому подобное? Да, конечно. Медицинские бригады, которые выезжают в вахтовые поселки, они с собой берут тесты. Более того, промышленные предприятия сами организуют тестирование, поголовное тестирование всех своих работников для того, чтобы максимально обеспечить максимальное выявление этих граждан и своевременно начать лечение. Ну, вот началось лето, 1 июня сегодня, дети появляются на улицах. Как мы здесь регулируем этот момент, чтобы не собирались большими группами? Ну, тут есть, во-первых, и патрули, есть и полицейские патрули, патрули Росгвардии. Также мы обращаемся ко всем родителям для того, чтобы они следили за своими детьми, следили, где дети их проводят свое свободное время. К сожалению, пока у нас идет режим полной самоизоляции, и детские площадки, и летний отдых у нас немножко отсрочен на более поздний срок. Поэтому вся надежда только на родителей для того, чтобы они смотрели за своими детьми. Ну, такая обстановка у нас на сегодня, мы следим за ее развитием. В эти выходные, согласно распоряжению главы региона Айсена Николаева, в столице республики была объявлена тотальная санитарная обработка и самоизоляция. Подробности у Сергея Михедова. Дезинфекция как возможность подзаработать. Параллельно с основной деятельностью Михаил теперь обрабатывает подъезды специальным раствором. Тем самым убивает сразу двух зайцев, помогает в борьбе с коронавирусом и зарабатывает дополнительные деньги. По дезинфекцию попадает не только лестничная площадка, но и двери жильцов дома. Обработка занимает примерно минут 15-20. У меня 11 домов было сегодня. И еще я вот взял 3 дома, то есть 3 подъезда. Как все сделал, приехал, сдал бумаги, получил деньги. Тотальная санитарная обработка в республиканской столице началась еще в пятницу. Поставлена задача за 3 суток продезинфицировать все общественные пространства. Помимо 3500 многоквартирных домов ведут обработку улиц, скверов, площадей, детских и спортивных площадок, автобусных остановок. На выходные закрыли городской парк культуры и отдыха. Там также распыляют специальный раствор. Приостановлено движение общественного транспорта. Водители моют автобусы снаружи и дезинфицируют каждую машину изнутри. Для посетителей закрыты все торговые точки, в том числе и продуктовые магазины. Исполнение указа проверяет столичный оперштаб. При выявлении правонарушений мы составляем акт осмотра по статье 20.6.1 КоАП РФ. И материалы перенаправляем в Министерство по предпринимательству. Одной из проблем для проведения повсеместной дезинфекции стали запасы специального хлоросодержащего раствора. На помощь пришло ГУП ЖКХ. Городским управам выдали необходимое количество химикатов, а они, в свою очередь, обязаны обеспечить проведение всех санитарных работ. Роздано 880 литров гипохлорита натрия 5% для города. Всего с марта месяца произведена раздача 12 тысяч литров гипохлорита натрия. В эти выходные будет усилена работа по дезинфекции
целом. В настоящее время ежесуточно в Якутске выявляют от 60 до 80 новых случаев инфицирования COVID-19. Цифры пугающие, но остаются стабильными в течение недели. Главная задача сейчас – не превысить порог 100 заболевших в сутки. Тотальная санитарная обработка – это та мера, после которой ситуация должна измениться в сторону снижения числа новых заражений. Внутрисемейные, внутрикорпоративные заражения, они делают свое дело, и мы очень надеемся, что в результате того, что жители города Якутска будут соблюдать режим полной самоизоляции в эти дни, в субботу-воскресенье, нам на следующей неделе удастся ситуацию все-таки достаточно серьезно переломить. Станет ли тотальная дезинфекция решающей мерой в борьбе с распространением коронавируса в столице республики, покажет новая неделя. Сейчас вирус активно передается внутри семей и на рабочих местах, поэтому единственное, что все мы можем реально сделать для освобождения из ковид-плена, это оставаться дома и перестать контактировать с окружающими, даже с друзьями и родственниками. Сергей Михедов, Джилостан Иннокентьев, Якутск. Единовременные выплаты семьи Якутии начнут получать с сегодняшнего дня. Как отметили в пенсионном фонде, первую материальную помощь получат родители, подавшие заявление до 22 мая включительно. Если заявление направлено в период с 23 по 25 мая, то средства перечисляют до 2 июня. При этом 8-дневный срок получения выплаты является предельным и в отдельных случаях может быть уменьшен. Речь идет о выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Большинство семей обратились за выплатой через портал госуслуг и могут узнать статус заявления в личном кабинете. Если заявление подано лично в пенсионный фонд, уточнить этап рассмотрения можно по телефону. В республике поступило 78 тысяч заявок. Для получения этих средств подать заявление необходимо до 1 октября. К слову, это не единственная мера поддержки семей с детьми. В первую очередь с апреля мы начали выплату семьям, которые имеют право на материнский семейный капитал и детей в возрасте до 3 лет. На каждого ребенка по 5 тысяч рублей в течение 3 месяцев с апреля по июнь месяца. Заявление на обе выплаты, как и по 5, так и по 10 тысяч рублей, родители, опекуны могут написать до 1 октября 2020 года. Глава региона Айсан Николаев поздравил якутян с Днем защиты детей и призвал не оставаться равнодушными к судьбе подрастающего поколения. Сегодня в республике проживает 286 тысяч детей. По словам главы Якутии, безопасность и их благополучие являются абсолютным приоритетом. Руководство республики делает многое, чтобы перед детьми были открыты все возможности для гармоничного развития вне зависимости от жизненных обстоятельств. В республике возводятся новые учреждения образования, центры отдыха и оздоровления, дополнительного образования, детские технопарки. Совершенствуются меры социальной защиты, оказывается поддержка семьям с детьми, ведется планомерная работа по повышению благосостояния семей. Этот праздник, как и многие другие, вынуждены отмечать в онлайн-режиме. В рамках проекта «Мы – будущее России» для детей подготовлена обширная программа. Флешмоб «Дети республики», мастер-классы от танцевальной группы «Завод», различные конкурсы и викторины. Все это можно будет посмотреть на телеканале НВК «Саха», радио ТТМ и в социальных сетях. Детский отдых станет безопаснее. Право работать с детьми останется только у тех организаций отдыха и оздоровления, которые включены в специальный реестр. В этот перечень лагеря вносят лишь после тщательной проверки. Сам список размещается в интернете. Кроме того, согласно новым нормам, к индивидуальным предпринимателям, занимающимся организацией детского отдыха, будут предъявлять аналогичные требования. Те лагеря и предприниматели, которые в реестр не попадут, но продолжат принимать смены школьников, могут быть оштрафованы на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Паводковая обстановка на территории Якутии развивается в соответствии с прогнозом. Критических уровней воды не зарегистрировано. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Активная фаза ледохода на Лени проходит по территории Булунского района. Нижняя кромка ледохода вышла в устье. На реках Алазеин, Дигирка критические отметки также не превышены. Реки Колыма, Оленек и Яна вышли в устье. Оперативная группа продолжает работу на территории Среднеколымского района. Угрозы подтопления населенных пунктов и объектов экономики нет. Об этом сообщил Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС по республике. По оперативным данным авиалесоохраны на территории Якутии действуют 4 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем 11 363 гектара. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 65 природных пожаров. За сутки возник 1 природный пожар и 1 ликвидирован. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Площадь активного горения составляет 18 гектаров. Первая ветеринарная скорая помощь для домашних животных появилась в Якутске. Автомобиль оборудован всем необходимым. В салоне устроена операционная с капельницей, есть носилки. Врачи могут приезжать на вызов как мелким домашним животным, так и крупному сельскохозяйственному скоту и выполнять все необходимые ветеринарные процедуры. Стоимость выезда специалиста в черте города не более 500 рублей. Лечение оплачивается отдельно. Раньше было по 3-4 вызова в неделю. Сейчас вот выезжаем почти целый день, 2 врача на выездах. Это где-то практически 7-8 вызовов за вот рабочее время. Ну, в основном выезжаем на вакцинации, вот, кастрации делаем возле домов, подъездов. И осмотр экстренный, вот, когда подрались животные, вызывают. Жительница Якутска выходила 2 птенцов-снегирей. Их Валерия Перевознюк обнаружила на своем участке в Николин день. По предположениям, они выпали из гнезда во время сильного ветра. Птенцов поместили в коробку, которую оснастили камерой видеонаблюдения. Родители прилетели на зов птенцов на следующее утро. По словам Валерии, первое время она кормила их самостоятельно червями и мухами. Затем пищу им начали приносить родители. Процесс кормления часто попадал на камеру видеонаблюдения. Птенцы полностью окрепли уже через 5 дней. Они оперились и стали похожи на своих взрослых особей. Еще через несколько дней они вылетели из импровизированного гнезда. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.